Друзья, наконец-то у нас завершился первый основной этап нашей экспедиции. Мы доехали до Магадана. У нас много интересного заснято. И завтра мы вам покажем с утра красивый Магадан, обновленную набережную и кучу интересного в городе, что открылось. Горнолыжка, там гостиницы, рестораны. Прекрасный добрый день у нас в Ивенске, солнечный день. Мы проснулись, утром в 7 приехали, чуть-чуть отдохнули. Сейчас самое главное нашлось кардан для Тайсона. И мы поедем в Вомсукчан. Есть какая-то здесь как машина, грубо говоря, как такси или что-то такое? Завтра летит самолет, поэтому я думаю, что мы кого-нибудь можем отправить на самолете. Это будет гораздо проще, и сами поедем на машине. Я еще не всю технику собрал в Магаданской области. Не все каркалыги через меня На прошли. самолете же еще не летал. Мне его надо собрать, Да. склеить Мы и едем, полететь. мы едем на самолете, нет кардана. Сейчас едем за карданом. Сейчас на за карданом самолет. поменяем. Доехав до Ивенска только на заднем приводе, я даже не думал, что проблему с крестовинами удастся решить прямо в поселке. Но север снова удивляет. Здесь люди по-настоящему помогают. В поселке оказался всего один 200-й крузак, и его хозяин без лишних слов сказал: «Снимайте мой кардан и езжайте. Доедете, потом отправите обратно. Мой пока все равно стоит на ремонте». Такие поступки не забываются. Я вот оделся в рабочую, попытался подлезть под крузак, он очень низко находится, колеса спущенные, я просто не пролез. За домкратом поехали, получилось, с ребятами договорились, сейчас они нам снимают кардан, а в это время мы занимаемся другими делами. Как они сейчас позвонят, мы подъедем, гараж в теплом месте, в теплом гараже, мы зацепим кардан. Хорошо, что местные ребята нам очень хорошо помогают. И всегда меня удивляет север, Арктика, что во всех местах, во всех поселках местные жители очень хорошо помогают во всех экспедициях. И вообще, если копнуть историю, все экспедиции, все завоевания в Арктике, они всегда получались с помощью местных жителей, их лайфхаков, как бороться с морозом теми или иными способами. И народу севера, приезжайте сюда, куда-нибудь в арктические зоны, и на север всегда улыбаемся, благодарностью относимся к местным жителям, они всегда отзываются тем же. Крестовина как раз расходник в условиях настоящей экспедиции. Особенно, когда речь идет о тысячах километров бездорожья, постоянных нагрузках в экстремально низких температурах. В остальном у машины полностью подготовлена усиленная подвеска. Все узлы заранее доработаны под тяжелые условия эксплуатации. Перед каждым выездом автомобиль проходит обслуживание в проверенных сервисах у моих друзей, где тщательно проверяют технику и устраняют любые недочеты. Пока защита снимается, фильтр снимается, я вам расскажу, как устроено днище моей машины. Да, вот. В первую очередь, самая главная вещь вот эта. На 180 литров дополнительный бак алюминиевый, кастомный, очень хороший, легкий, она весит там где-то 3 килограмма, 108 литров помещается. Подвеска у меня УМС стоит, и у меня вот ставлю вот такие 5000 стоят китайские баллоны, они очень хорошо зимой помогают пружины, чтобы они не лопались. КДСС вырезан, тяга Панара своя родная стоит, но самое главное, тут стоит дополнительный скоба, или как это называется, тяга Панара опускает, видите, настолько, чтобы выровнять мост. Плюс, когда Панару меняешь, стабилизаторы КДСС меняешь, вот это приваривается сюда к родному мосту, остальное все в болт садится, и это вот от 570 став садится. И здесь у нас получается вот эти скобики опускают на 10 сантиметров линьки. Все, что вы должны знать по подвеске 200-ки, как его доработать. Вот это самая лучшая доработка. Лучше не бывает.
Очень важно в машинах использовать только качественные и правильные технические жидкости. Это залог успешной экспедиции. В этом я полностью доверяю своим друзьям, компании Томс. Они привозят очень качественные технические жидкости от самих производителей. У нас у дяди был вот такой вездеход. И это типа вездеход из детства. С крузаком разобрались. Теперь еще одна непростая задача – эвакуация танка. Ближайший дилер находится во Владивостоке. А значит, сначала машину нужно доставить до Магадана, а уже оттуда отправлять морем. Казалось бы, обычная логистика, но здесь никаких транспортных компаний просто нет. После нескольких часов телефонных звонков нам все же удалось собрать маршрут в 2 этапа. Эвенск-Кубака, Кубака-Магадан. Оставалось только погрузить танк. И единственным возможным вариантом в нашей ситуации оказался самосвал. Забегая вперед, скажу, что танк благополучно доставили к дилеру во Владивосток. И вскрытие показало, что провернуло вкладыши из-за некачественного масла. Что впоследствии замена движка по гарантии. Минус 50, минус 45 еще, ладно, куда не шел. Все, пакуемся. Время почти 8. Андрюха довольный, потому что он летит на самолете с Тохой. А мы едем на машине вчетвером. Ну, вроде все уместилось. Утрамбовались как могли. Нас было 6. Одна машина вышла из строя, поэтому принимаем решение разделиться. 2 оставляем в Эвенске, оттуда они первым же рейсом вылетают в Магадан. А мы, решив все основные задачи, продолжаем путь и выдвигаемся в сторону Мсукчана. Впереди около 600 километров зимника. Потому что сейчас мы пересаживаемся на машину Мерлана, крузак, места там нету. Можно было, конечно, плотно забиться, но мы решили, что 2 улетят самолетом, будут нас ждать в Магадане. Мы сейчас проедем по этому маршруту, у нас впереди еще будет несколько точек. Вот, и в Магадане все встречаем. Если что. Вперед, поехали. Так все было гостеприимно. Все на самом деле очень добрые, отзывчивые, хорошие, что ну как минимум хочется вернуться сюда еще раз, а как максимум осталось точно очень хорошее вот это ощущение послевкусия от хороших людей, которые живут действительно в таких далеких и суровых местах Магаданской области. А мы тем временем выехали уже 13 километров от Эвенска. Нам доброго пути, выехали в ночь, хорошей дороги. И держим путь на Магадан, в столицу Колымы. Мы спустя 14,5 часов доехали от Эвенска до Мсукчана. 9:30 утра. Заселись в гостиницу, решили чуть поспать, отдохнуть. Все, отдыхать. Очень быстро прошли 2,5 часа, как будто легкий старый стал. Но, тем не менее, 2,5 часа в удобном горизонтальном положении дают некий заряд бодрости. Сейчас мы идем в администрацию, пообедаем и уже выезжаем в сторону Магадана. Одно из самых традиционных, как и лицом эти зубы чистить, действия, это заправляться. Надеюсь, сегодня Тайсон попадет в теплый горош. Я прошу прощения, а вам какой бензин добавить? Дорогое топливо. Вот у нас ледниковый период творится все. И вся дниша также. Свой бак полный. Остальное заливаем в дополнительный бак. Пока заправляемся. Касатки. Поднялись на перевал. Красота невероятная. Такие пейзажи нас окружают всю дорогу. Мы тут ехали ночью в ту сторону. А днем это вообще просто, не знаю, как слов нет. Завораживающие виды всю дорогу. Ладно.
Так вы протяните кто-нибудь так. Мир. Едет он. Здорово. Встретили ребят, которые тоже едут на мыс Дежнева. Все, посадили. В общем, не проехал. Как бы ехали, там реально у них мотыльнуло землетрясение, и в Магадане везде покололо лед просто. Прям перед нами его. Ну, типа цунами был в Японии. Да, там где-то не убило, или как Манилы. Да. Ну, чуть-чуть, А там зимний клуш. Такой легкий, то есть там прям берешь вот так вот мизинцем, гум. То есть основная тема, наоборот, да, основная надо, тема развернуться надо второй одной рукой прям тихонечко, настолько прям видите, очень тактильный, прям. Необычная машина. Я в шоке был. Она не гибрид, это же электричка. Не, это чистая электричка, просто у нее стоит генератор. И все. Очень интересно, по дороге ребята встретили своих друзей, которые едут на мыс Челюскина. Тоже автопутешественники, натрекали вот на таком вездеходе. Но они про них рассказывали. И они поедут по нашим следам через Парень тоже, Усть-Парень и дальше туда куда-то, в ту сторону. Ну, конечно, трекл более проходимый. Это, по сути, вездеход трехосный. И вот так-то они здесь неплохо устроились. Я ездил на трекале, Сибенкюль, трясся часами. Это СОС-модуль на трассе. Если что-то случится, можно греться, остановиться. Связь, там есть электричество, наверное. Да, а если вот сейчас пикет, а пикет закрыт, вот сейчас так как бы можно открыть, или пожалуйста? Спасибо. Я вас хочу попросить, прихлопните хорошо. Конечно, свет выключим, все закроем. Спасибо вам большое. Вот, собственно, и выглядит так пункт обогрева. Есть аптечка, если она понадобится. Есть вода и есть бокс с теплой одеждой и теплой обувью. И, в принципе, тут включается автономное отопление, есть зарядное устройство, и можно здесь переждать какой-то момент трудный, если вы в это попали. Инструкция, все есть. Справа какие детские площадки тут стоят. Смотри, со светильниками, смотри. Смотри, Кремль. Друзья, наконец-то у нас завершился первый основной этап нашей экспедиции. Мы доехали до Магадана. У нас много интересного заснято. Мы вам покажем самые интересные места по трассе Колыма, Якутск-Колыма. И самое главное, я в своей экспедиционной карьере впервые сам за рулем своего автомобиля доехал, так сказать, в боевом режиме до Камчатки. Совершенно стоковом. Ну, 35-е колеса без блокировок. Это очень чудесно. Много интересного засняли. Всех, включая себя и всю команду, я поздравляю с этим. А сейчас располагаемся, отдыхаем. Открывайте. Все дома сидят, телевизор смотрят. Это я, почтальон Печкин, принес журнал. Ой, все камеры. Как же без камер? Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть сниму. Встречу родных. Давайте пока поздоровайтесь на камеру. Да. Это вот мы встреча с Богданом у нас. Мальчикова, Давай, целуй. мальчик ваш? Бела, забери пару штук, там сколько, и все забирай. Да, и вот одну положи сюда, все, вот на тарелку разобрали. Привет. Ты летом к нам приедешь? Летом приедем, говорит. Приедем, все, ждем. Летом бандитов возьмем, приедем. Да. Город Магадан, столица Колымы. Суровый и удивительный край на берегу Охотского моря.
Сегодня здесь проживает около 90 тысяч человек. Несмотря на удаленность и непростой климат, Магадан остается важным административным, культурным и туристическим центром северо-востока России. История города начинается в 1929 году, когда на месте будущего Магадана появился рабочий поселок. Официально статус города Магадан получил в 1939 году. Его развитие было тесно связано с освоением богатых месторождений золота и других полезных ископаемых региона. Магадан известен как ворота Колымы. Отсюда начинались пути вглубь огромного северного края. Город расположен среди сопок, а вокруг открываются впечатляющие пейзажи. Бухты, тундра, горы и бескрайная северная природа. Сегодня Магадан переживает новый этап развития. Город постепенно превращается в современное направление для путешествий по Дальнему Востоку. Одним из символов обновления стала новая набережная в бухте Нагаева. Современное общественное пространство с прогулочными зонами, панорамными видами на море и местами отдыха, где особенно чувствуется масштаб северной природы. Сейчас покажем вам парк, расскажем. Это абсолютно новая территория. Когда-то здесь был в прямом смысле слова пустырь. Я еще помню те времена, когда пацанами мы здесь на Магаданке рыбачили рыбой, а здесь была в прямом смысле заброшка. Теперь же здесь шикарный современный парк, место проведения всевозможных фестивалей, всевозможных летних мероприятий. И здесь, кстати, проходит национальный Новый год коренных малочисленных народов Севера, который называется Хэбденек. Особое внимание в развитии региона уделяется коренным малочисленным народам Севера. Поддерживаются культурные традиции, ремесла, языки и этнический туризм, который позволяет гостям ближе познакомиться с наследием народов Колымы. Парк наш был основан в 22 году. В декабре месяце сдали эту территорию, которая раньше была у нас заброшена. Здесь стоял бетонный завод, и из этого бетонного завода превратилось в такое прекрасное место. Название парка Дюкча, что означает на венском языке остров, либо стоянка, то есть поселение. И в данном парке у нас как раз таки вот с правой стороны у нас представлено подобие этого стойбища. Юрта, Яранга, помимо ивенов и были и чукчи, и коряки. А также у нас на территории парка есть торгово-выставочный павильон, в котором продается сувенирная продукция и также представлена выставочная продукция, то есть которую нельзя купить. Вся продукция ручной работы, то есть это делают именно наши местные магаданские мастера. Должность у меня была прорабом строительной организации, то есть получилось так, что я отработал, построил этот парк и потом ушел уже сюда директором. Я этот парк знаю из-под земли, где какая коммуникация проходит, где какой провод лежит, какая труба, то есть в этом плане намного легче работать человеку, потому что ты это все знаешь. Мы участвовали в конкурсе «Фонд президентских грантов» и выиграли наш проект «Черный ключ». Мы его реализовали. Сам маршрут около 10 километров. Есть видовые зоны. Также мы можем, когда идем, с одной стороны у нас видно прекрасная лесополоса, и с другой стороны у нас открывается прекрасный вид на бухту. Ну, вообще, да, мы даже пишем оповещение от Росохотнадзора, что ходит медведь, чтобы было замечено, что мы не рекомендуем выходить на тропу. Следующий пункт маршрута — ресторан «Дикий Север», который находится в городе. Это новый ресторан северной кухни. Там очень колоритно, интересно, очень необычный интерьер и вкусные блюда. Активно развивается гостиничная инфраструктура. В Магадане работают современные отели уровня 3 и 4 звезды. Также заявлены новые проекты размещения высокого уровня, включая будущий гостиничный комплекс в бухте Нагаева. Растет и гастрономическая привлекательность города. Магадан славится морепродуктами, крабом, креветками, северной рыбой, красной икрой и блюдами из дикого лосося. Новые рестораны и популярные заведения
предлагает современную интерпретацию северной кухни. Мы открылись в августе прошлого года. Концепция ресторана – это арктическая дикая кухня. Мы готовим из местных продуктов. Это местная рыба, мясо местных диких животных, лось, олень, морепродукты магаданские, креветки, морские гребешки. Ну, в целом кухня предполагает, что это дичь и, соответственно, рыба. Мы привезем их в Магадан, вот мы, к примеру, вывезем куда-нибудь, они там в бассейн спать, они же плывут, но ранее нет бассейна. Потом съездят на крупное предприятие, потом, возможно, в соседний район съездят, то есть там, к примеру, Ягодин, Сусманцы съездят в Ягодное на Синегорскую ГЭС. Яркий пример активного туристического развития Магадана – то, как местные охотничьи хозяйства идут в ногу современными тенденциями и расширяют спектр услуг. Сегодня они предлагают не только традиционные направления, но и новые форматы отдыха, снегоходные туры по зимней тайге, конные маршруты по живописным окрестностям, экспедиции и программа активного отдыха для всех желающих. Это делает регион еще более привлекательным для путешественников. Мы находимся в Магаданской области, поселок Снежный. Мы занимаемся охотами и рыбалками. На сегодняшний день мы лидер, наверное, по северо-востоку по количеству охотников. В основном охотники на восточно-сибирского гигантского лося, снежного барана, медведя. Ну и как попутно, так как у нас техника накапливалась, зарабатывали. Накопились у нас снегоходы. Я сам любитель лошадей, вырос в Якутии с лошадьми все время. Вот сначала взял 2 жеребцов, потом еще там 2, потом друзья стали приезжать кататься. Вот на сегодняшний день мы вот уже второй или даже 3-й год катаем людей на лошадях, на снегоходах. Народу нравится. Ну и мы потихоньку обрастаем, зарабатываем деньги, начинаем вкладывать. Вот там на подъезде видели, может быть, деревянный дом в прошлом году в Карелии заказали, привезли с крупного бревна. Я думаю, что все, если нормально будет, в этом году мы его запустим. Так как у нас охотничьи собаки лайки, вот эти вот, которые там лают очень громко. Тихо! Которые там очень громко лают. Они, значит, у нас работают по медведю, по лосю. Рабочие собаки. Вот. И так как собак много, мы подумали, базу решили назвать «Белый клык». Как бы оно немножко не в тему к лошадям и к снегоходам, но оно в тему к нашей деятельности. Собак мы любим, собак у нас много, собаки наши друзья. У нас есть нарты. Иногда мы катаем детей на нартах, на собачьих. Я практически во всей Якутии вырос в Мамиконе, потом жил под Якутском. В Якутске учился, в Черском учился. Вот. Работал в Среднеколымске, поселок Березовка, совхоз Березовский. То есть я практически всю Якутию знаю. Мин Сахалы Каратык Билибин. По-якутски немножко говорю. Вот. Очень близка мне Якутия. Родная, так сказать, вторая родина. Здесь вот у нас огород, теплица. Вот там у нас пчелы. Ну, сейчас пчел нету, но я вам скину фотографии, скину ролик. Я думаю, таких пчел, как у нас, вы не видели. Ну и сейчас пойдем домой, чай попьем, я вас медом угощу нашим. Вот такой красавец. Но я его почистил, чтобы времени тянуть. Так как я выходец с Якутии, я люблю строганину. И гостей кормим строганиной. Салат делаем индигирку. Из венка, из харюза, из сига. Якутский нож он поменьше чуть-чуть. А вот лосятина сушеная, кстати. По-венски она называется хельты. Вот она сушится. Вот лосятина, она высыхает. Ну, там вот покрупнее нарезано, здесь помельче. Это я режу для сына. У меня сын очень любит. 4 года. Вот видите, магаданские говорят, попробую. То есть не ела ни разу. Минус большой. Родителям. В карму. У нас самый крупный лось в мире. Это восточно-сибирский, он же гигантский, он же американский лось. Водится он у нас вот поймы реки Колымы, восточнее Колымы, Чукотка, Камчатка. А вот наша, кстати, презентация. Зимой мы с Магадана, вот этого линка, кстати. Это морская рыбалка. Все в перемешку. Это латыши. Вот на его я поймал 18 килограмм. Житель Магадана, ему нету необходимости как бы заказывать комплексный тур. У нас тут все сами ездят и на мелководную ездят, тут рыбачить, корюшку ловят. Если надо лосося половить, тут вот отъехали 20 километров, это река Ола, сами все ловят. В прошлом году у нас, значит, администрация делала
такой, значит, шаг для людей. То есть человек приезжает без лицензии, без разрешения, без ничего, пожалуйста, лови 6 штук, можешь поймать лососей, да, неважно, там, горбушин. Вот я взял дочку, сына, там, жену, мы приехали буквально, вот, ну, полчаса-час, мы там 5-6 штук поймали, положили их в пакет и поехали домой жарить. То есть вот так вот. Поэтому для магаданцев, как бы, эта рыбалка, она повседневная. Это равносильно, что, наверное, для жителя Средней России пойти там в поле и сорвать там, я не знаю что, ну, землянику, наверное. Вот. Точно так же у нас здесь рыбалка. Ну и, конечно, и ягода у нас есть, и грибов у нас много. Еще одна жемчужина региона – легендарный курорт Талая, известный еще с 40-х годов. Это один из самых известных бальнеологических курортов северо-востока России, полностью реконструированный современный оздоровительный комплекс. Талая знаменита своими термальными минеральными источниками и лечебными грязями, а также уникальным расположением среди горной природы Колымы. Магадан обладает и серьезным потенциалом для развития горнолыжного туризма. Рельеф сопок, продолжительная снежная зима и большие перепады высот создают хорошие условия для создания современных трасс и зимних курортов высокого уровня. Торопились мы успеть на закат солнца, и вот он, красивейший закат, который можно наблюдать с этой сопки, ее называют Петропавловка. Доехать можно с базы Снегорка. И вот такие шикарные виды открываются, ну, просто панорамно вокруг. Это Магадан. Впервые я здесь, в этих краях, и очень-очень рад, что смог добраться. Спасибо ребятам. Тут пресса соберется, и мы, самое главное, объединили два в одном. Всех подписчиков позвали сюда и плюс пресс-конференцию. Всем добрый вечер, рад вас всех приветствовать. Спасибо, что пришли на нашу, давайте назовем это неофициально не пресс-конференцию, а все-таки на встречу. Сегодня мы в Магадане, здесь на моей малой родине, в месте, где я родился, с другим большим проектом. Это проект, в рамках которого мы выступили с инициативой создания национального туристического проекта. Когда-то трасса Колыма входила в топ самых опаснейших мест и самых опаснейших дорог вообще мировых, в частности и российской. Конечно, сейчас и инфраструктура, ну, конечно, дорожная больше, и сама дорога меняется, и появляются участки с асфальтом. Ставим в навигаторе Якутск, нажимаем, навигатор нам говорит 1 день 6 часов ехать, и мы направляемся домой. У нас экспедиция закончилась. Надеюсь, нам удалось показать и раскрыть все прелести Колымской трассы, городов, которые находятся по ней. И Магадан, очень надеюсь, что для вас открылся с новой стороны. И мы наконец-таки уйдем от стереотипов. Друзья мои, вот и подошла к концу наша экспедиция по Колыме. Цели и задачи этой экспедиции были действительно масштабными. И думаю, мы справились с ними на отлично. Достаточно просто перемотать кадры назад и посмотреть, какие невероятные локации есть в Магадане и регионе. Чтобы понять, все старые стереотипы о Магадане давно пора оставить в прошлом. Мы полностью разработали линейный маршрут и уже со следующего года запускаем несколько направлений разной сложности для автопутешественников. Это будут маршруты для тех, кто хочет увидеть настоящую Колыму своими глазами. Суровую, красивую, живую и гостеприимную. Без сомнения, история Колымы забывать нельзя. Это важная часть прошлого, которую нужно помнить и уважать. Но важно понимать, не только этим должен быть известен этот край. У Дальнего Востока огромный потенциал. Туристический, культурный, природный и гастрономический. Якутия своим примером доказала, монетизировать можно даже холод.
превратив климат и уникальность региона в мощную точку притяжения. И в этом есть большой смысл – использовать сильные стороны территории, а не пытаться быть похожими на других. Подытоживая, хочу сказать то, с чем уверен согласятся многие жители Дальнего Востока. Нам нужны прямые авиарейсы между городами региона, чтобы жители Дальнего Востока могли легко летать друг к другу на выходные, чтобы мы ездили к соседям, кататься на лыжах, гулять по морскому берегу, наслаждаться свежайшими морепродуктами, а наши гости приезжали за строганиной, северной экзотикой и настоящими крепкими морозами. Дальний Восток огромен, красив и самодостаточен, и пришло время открывать его друг для друга. Что ж, друзья, у нас приключения закончились. У нас осталось последнее препятствие. Это переправа через реку Лена. Чуть-чуть, и мы дома. Было тяжело, немножко сегодня очень долго ехали. Спасибо, что были с нами в этой поездке. Посмотрели, ставили лайки, комментировали. Это нас очень сильно мотивирует сделать еще качественнее видосы для вас. Всего доброго. Пока-пока.